Привет, Динара. Привет, Ага. Познакомишь себя? Рассказать о себе, да? Да. Меня зовут Динара, я автор региональных пабликов, очень крупных в Казахстане, в Караганде, в Астане и в Алмате. Ух ты ж. Сколько у тебя пабликов? У меня 3 паблика. Ну, еще есть мелкие, конечно, но они в стадии разработки. А суммарно сколько подписчиков? Ну, где-то 600-700 тысяч. 600-700 тысяч. Сколько ты на этом зарабатываешь? Ну, это не такая большая сумма, чтобы скрывать, можно сказать, плюс-минус миллион. Плюс миллион? Ну, еще пару миллионов, да? Ну, все понятно, хорошо. Как поработаешь. Это как, да? Да. Налоговая. Между нами. Все понятно. А слушай, как к этому ты пришла? Как к этому я пришла? Да. Я пришла в декрет и пришла к тому, чтобы творчески развиваться. Нет, на самом деле это случилось, когда я сидела дома с маленьким ребенком. Ко мне пришла такая идея прекрасная. Вообще я люблю все такое вот популярность, получать лайки, комментарии. И меня вдохновил один паблик казахстанский крупный. Я просто сказала себе, что я хочу так же. И у меня будет так же, да? Ну, у меня не так же, но я к этому иду. Все понятно. Слушай, ты в декрете, у тебя пришла в голову эта мысль, да? Да. Хорошо, а первые шаги какие у тебя были? Ну, мне пришли 2 мысли. Сначала я хотела стать визажистом. Я училась как раз на это потом, онлайн. И его нафиг, да? Нет, мне нужна же будет аудитория в будущем, после того, как я научусь красить. Мне нужны будут клиенты в нашем городе Караганда, поэтому я начала создавать паблик Индакэргэ и поехало. Поехала, да? Да. А слушай, а это когда было? Сколько лет назад? Это было 9 лет назад. 9 лет назад, и ты лежала в декрете 9 лет назад. Да. У тебя пришла, да, у тебя сидела, да? Но я лежала. На тот момент. И тебе пришло 2 гениальных мысли. Первое, это стать визажистом. Да, это было тогда круто. Да. На тренде, да? Да, в тренде. И вторая, так, на визаж мне нужны девчонки, и дай-ка я открою аккаунт. Да, плюс... Визаж получился? Да, получился, но... Ты до сих пор визажист? Я до сих пор не визажист. Во втором декрете я что-то потеряла интерес к этому делу, потому что у меня начал зарабатывать паблик. Я поняла, что можно не напрягаться, не вставать в 6 утра к невестам и просто зарабатывать Лень эти победила. же деньги. Ну, вообще все успешные люди начинают с того, что они не хотят сильно напрягаться. Все, я пошел отсюда, да? Нет, почему? Все, хорошо. Слушай, давай такой вопрос. Сколько у тебя детей? 3. 3. И каждый раз, когда ты сидела на декрете, у тебя паблик рос? По-новому паблику создавала. По-новому, да? Нет, на самом деле 2 паблика крупных у меня были на первом декрете, потом уже начала я мелкие развивать, так они росли. Вот. Понял. А скажи за первые деньги свои. Вот первые деньги, которые пришли от Инстаграма. Какие ощущения были? Ну, мне было неудобно их брать. Я вот, знаешь, честно, вот этот вот поток не помню. Я помню первого клиента. Расскажи, как это было. Он у меня попросил публикацию и заплатил мне деньги наличными. Он вот приехал и заплатил мне 2000 тенге. Я сказала, нет, мне не надо. Он сказал, возьми, пожалуйста, а то я обижусь. И вот потом я вот как будто у меня вот память стерлась, я не помню этот поток, но было уже много. Наверное, да. Ну, потом не помнишь, второй ребенок пошел, да? Все понятно, хорошо. Слушай, для чего это мы с тобой интервью, да, берем? Ты мне не сказал. Да, я тебе не сказал, это сюрприз. В смысле? Мы вообще не снимаем. Хорошо, смотри, для чего это мы делаем? Во-первых, мы с Караганды берем именитых людей, а во-вторых, мы хотим сподвигнуть ребят, молодых ребят, девушек, парней, чтобы
тоже занимаюсь этим, и мы хотим показать, что у обычной девушки, да, Саула, получается... Не-не, вот так, Саула. Жанарка не аул. Ну, хорошо, к этому придем. Хорошо. Да. Получается такой классный паблик, и у тебя есть куда еще расти, и зарабатывают от миллиона до 10, да, можно сказать, или до 5, или можно сказать. Ну окей, хорошо, обратно, да? Это не инсайдерская информация для наших налоговых. Окей. Расскажи за вот эту вещь. Откуда ты вообще родом? Я с Жанарки. Поселок Жанарка, Карагандинская область. Как Атасу называется, да? Атасу. Ну, вообще станция Жанарка. Ага. А в детстве ты мечтала быть блогером? Я мечтала быть популярной. Популярной? Ты хотела там как актриса быть, да? Я хотела быть, чтобы много внимания, много аплодисментов. Не, ну каждая девочка об этом мечтает. Ну, я так думаю. И хочешь сказать, что твой бизнес, так скажем, да, это твои детские мечты, которые сейчас превратились... Ну, все-таки это случилось спонтанно, я так скажу. Я не создавала паблик, чтобы быть популярной, но как мои визуализации детские, они к этому привели, может быть. Может быть. Круто, круто. Но я и не скажу, что я прям успешная, узнаваемая. Но очень хочется расти, конечно. Ну, к этому ты идешь. Ну, я так медленно иду к этому. Иду, да. Понятно. Так, хорошо. Мы, в принципе, поняли, да, что ты занимаешься. А вот расскажи мне за свой контент. Мне всегда было интересно, какой у тебя контент в твоем инстаграм-аккаунте? Развлекательный, новостной, актуальные темы города, проблемы, можно сказать. Мы публикуем жалобы, ну не все подряд, конечно, но такие вот актуальные, какие-то вот резонансные. Вот такой вот контент. Такой еще вопрос. Как ты думаешь, твой паблик помогает горожанам, именно карагандинцам? Конечно, и мы получаем очень много писем с благодарностью, где-то нас услышали, что-то сделали, у нас во дворе арку сделали. Ну, с твоей помощью, да? Ну да. Все, понял. И ты считаешь, что у тебя паблик приносит пользу? Приносит пользу. Это хорошо, классно. Такой еще вопрос. Сколько у тебя сотрудников? Какая у тебя команда, большая, небольшая? Небольшая, у меня 3 сотрудника. 3 сотрудника? Да, они занимаются как раз контентом, обрабатывают информацию в WhatsApp, в Директе и рекламу еще ставят. Я помнил, ты еще обучала, да, как вести страницы, как заниматься этим? Нет, я не обучала. Я просто купила школу, где этому обучают, как вести страницы, и просто я ее могла перепродавать. Все понятно. Все хорошо. Наверное, уже такие, да, завершающие вопросы. Все? Мне понравилось. Окей, давай. Завершающие такие вопросы. К тому, что, скажем так, как ты видишь в итоге свой паблик? К чему она должна прийти? У меня должны быть большие охваты, у меня должны быть интересные рубрики, самые интересные новости. Ну, продолжать в том же духе. Ну, не знаю, может, что-нибудь меня опять идея какая-нибудь настигнет. Только не еще один декрет. Хватит мне декретов, да? Не, у тебя же в декретах появляются гениальные идеи. Да, кстати. Это от скуки? Нет. Раскрывается что-то такое творческое. Вот спроси у любой мамочки, они начинают шить, вязать, что-то снимать, фотографами, становиться блогерами. Да, очень много. Я у жены своей спрошу. У жены спроси, да. Вот такой еще маленький вопрос к тебе. Как вот у нас же Юатполат, казахтарда, ну, сама понимаешь, да? Как к этому ты относишься? Ну, есть моменты к тому, что у тебя бывает такой зашквар, бывает у тебя норм. Мои тиктоки особенно. Да. Как к этому относится твое ближайшее окружение, родители? Ну, вот так. Да? Или ты их блокируешь? Нет, никого не блокирую. Нормально относятся. Я не слышу ничего такого. Люди все современные. Юмор понимают. Я так думаю. Ну, может, между собой там обсуждают.
Ничего. Ну, как-то тебя это не волнует, да? Ну, на то и делается, наверное, это все. Понятно. Нет, не переживай, абсолютно. Еще такой вопрос. Ну, мы прекрасно понимаем, да, в Караганде, скажем так, блогерство, либо в этом направлении особо не сильно развито, скажем так, да, если смотря в Алмату, Чимкент, да, другие города. Но мы вот к этому идем потихонечку. У тебя есть ли желание с какими-то другими ребятами делать коллаборацию, либо, не знаю, с бизнесом делать коллаборацию, или с государством, в том же в числе вот с молодежной политикой? Но если они сами ко мне обращаются, я всегда с радостью, почему нет, да. Ну вот я, честно, не мониторю сейчас, кто блогер, кто не блогер, я сама, у меня всегда что-то какое-то биполярное расстройство, то я, вся такая интересная мне все, то неинтересно. Я вот к чему это хочу привести. Получается, если возьмем управление молодежной политики, мы очень много знаем, что они делают для города очень много, особенно для молодежи. Да, но не всегда они это освещают. Могла бы, допустим, как форматом амбассадора, либо, ну, вот такого формата, у тебя же очень много молодых ребят же сидят в аудитории, да, освещать. Ну, было бы тебе это интересно? Интересно было бы, да. Да, ну это что именно, если прям такое интересное, а не такое тупое? Ну вот смотри, из интересного это получается, они ежегодно разыгрывают очень много грантов. Да? Да. Очень много грантов. Вот в этом году они 100 миллионов разыгрывают на гранты. А что? Ну, на всякие гранты для стартаперов. Да, серьезно? Вот было бы классно, да, наверное, если ты рассказывал про это. Было бы классно мне один грант получить. Увы. А в качестве кого можно? В качестве это амбассадора, либо, ну, кто может рассказать за это, дать большой резонанс для того, чтобы... Но есть моменты, не все про это слышат, понимаешь, да? Но это вот мы же говорим, что ты хочешь помочь городу, помогаешь городу, ну, это, мне кажется, то же самое же. Ну, это да, то же самое. Да. Ну, я же тебе давно уже говорю. Рассказывай, сам рассказывай. Я не буду, не хочу ездить. Просто у меня бывает такое, да. Понял. Не, да. Хорошо, давай так. А так без проблем. Последнее такое. Пожелание твоей аудитории, пожелание нашему городу любимому, пожелание вот молодежи. Что ты желаешь? Я желаю нашему городу процветать. Желаю, чтобы жители очень трепетно относились к окружению, чтобы у нас всегда было чисто. Так, пожелания молодежи. Ну, желаю вдохновения, много энергии, и тогда все будет круто. Все, большое спасибо тебе, Динара. Давай. Спасибо. Приходи к нам. Обязательно.